Здравствуйте! С вами я, Абдрасулова Джамал Абдрасуловна, учитель русского языка и литературы Иссык-Кульского лицея имени Хусаина Карасаева. Тема урока. Предложения с прямой речью. Знаки препинания в них. Сегодня мы будем много общаться. Познакомимся с одним из способов передачи речи на письме. Узнаем, как расставляются знаки препинания при прямой речи. Сегодня мы с вами поговорим о том, с чем мы сталкиваемся каждый день, с чем мы столкнулись в очередной раз прямо сейчас. Мы поговорим о речи. Речь окружает нас. Мы разговариваем сами. Мы постоянно слышим чужую речь. И не только слышим, но иногда и записываем ее. Что же такое чужая речь? В русском языке под чужой речью понимаются высказывания других лиц. Однако чужой речью могут называться и свои собственные высказывания. Иногда у нас возникает необходимость передать речь и в письменной форме. Например, ваша знакомая просит вас написать, что учитель сказал о ее проекте. И у вас возникает закономерный вопрос: как можно передать чужую речь на письме? Есть несколько способов письменно передать чужую речь. Представим, что учитель сказал следующее: «О, проект не сделан очень старательно». Мы можем передать речь совершенно точно, или мы можем передать только содержание речи. Рассмотрим первый вариант. Прямая речь – это речь лица, передаваемая от его имени. Высказывание учителя в оформлении прямой речи будет звучать так: «О, проект не сделан очень старательно», – сказал учитель. Посмотрите на чужую речь, которую мы передавали, и на прямую речь, которую мы оформили. В прямой речи высказывание передано дословно. Сохранены стиль и грамматика речи. Сохранена и интонация речи, даже междометие «о». Все это особенности прямой речи. Однако при прямой речи нам нужно не только передать речь дословно, но и пояснить, кто это сказал, как сказал. Наверняка вы уже заметили, что в нашем предложении есть часть, которой не было в самом высказывании. В предложениях с прямой речью выделяется часть, собственно передающая чужую речь, и комментирующая часть, в которой поясняется, кто и как это сказал. «О, проект не сделан очень старательно» – это прямая речь. Обратите внимание, она берется в кавычки. «Сказал учитель» – это комментирующая часть, которую также называют речью автора. Комментирующая часть кавычками не выделяется. Прямая речь обозначается буквой «П». Речь автора буквой «А». Запомните эти условные обозначения. Они нам пригодятся. В предложениях с прямой речью выделяется часть, передающая чужую речь, и комментирующая часть. Прямая речь и речь автора могут начинаться с прописной или со строчной буквы, в зависимости от своего положения в тексте. Поэтому прямую речь в наших схемах мы будем обозначать то прописной, то со строчной буквой «П». Речь автора мы будем обозначать то прописной или со строчной буквой «А». Знаки препинания между прямой речью и речью автора. Предположим, что нам нужно сначала передать прямую речь, а потом дать комментарий. «Завтра выходной», — говорит, допустим, Коля. Как мы можем это оформить? «Завтра выходной», — сказал Коля. А если мы слегка изменим интонацию, высказывание на вопросительную или восклицательную,
«Завтра выходной?» – спросил Коля. «Завтра выходной!» – воскликнул Коля. Обратите внимание на расстановку знаков препинания. Между прямой речью и речью автора стоит тире. В первом случае после кавычек ставится запятая. Во втором и третьем вопросительные и восклицательные знаки стоят перед кавычками. Итак, если прямая речь стоит перед словами автора, прямая речь берется в кавычки. Между ней и словами автора ставится тире. А после кавычек мы ставим запятую. То есть мы начинаем предложение с заглавной буквы, как полагается, а авторская речь просто продолжает предложение. Несмотря на то, какой знак препинания стоит после прямой речи. Поэтому авторская речь пишется со строчной буквы. Если интонация ровная, то после кавычек ставится запятая. «Сегодня хорошая погода», — сказал Толя. Вопросительный знак мы поставим внутри кавычек. «Сегодня хорошая погода?» — спросил Толя. Восклицательный знак тоже ставится внутри кавычек. «Сегодня хорошая погода!» — воскликнул Толя. Еще раз посмотрите. Запятая ставится вовне кавычек, а вопросительные и восклицательные знаки внутри. Точка ставится только в самом конце предложения. Но может быть так, что сначала мы хотим дать комментарий, а потом вести речь. Например, учитель произносит: «Сегодня вы хорошо работаете». Как мы выразим это? Учитель заметил: «Сегодня вы хорошо работаете». Если мы изменим интонации, то получится: учитель обрадовался: «Сегодня вы хорошо работаете». Учитель спросил: «У кого есть вопросы?» Обратите внимание, речь автора стоит перед прямой речью, поэтому между ними ставится двоеточие. Итак, если прямая речь стоит после слов автора, прямая речь берется в кавычки. Между ней и словами автора ставится двоеточие. В конце предложения ставится точка. Авторская речь начинает предложение, но высказывание прямой речи – это новое предложение, которое пишется заглавной буквы. При ровной интонации мы поставим точку после закрывающей кавычки. Маша заметила: эта кофточка красивая. Но вопросительный знак ставится внутри кавычек. Маша поинтересовалась: эта кофточка красивая? Как и восклицательный знак, Маша обрадовалась: эта кофточка красивая! Еще раз обратите внимание, что точка ставится за кавычками, а вопросительные и восклицательные знаки внутри. Никаких других знаков препинания после кавычек в таком случае не ставится. Комментарий мы можем ставить и в саму речь, разрывая ее. При этом можно разорвать одно предложение. «Я испекла пирожки. Вот они». А можно вставить комментарий между двумя предложениями. Я испекла пирожки. Вот они. Разумеется, мы прокомментируем, что эти реплики произносит бабушка, и сделаем это так. «Я испекла пирожки», — сообщила бабушка. Вот они. Авторская речь выделяется с помощью тире. После первой части предложения ставится запятая. После авторской речи тоже ставится запятая. И прямая речь продолжается со строчной буквы. «Я испекла пирожки», — сообщила бабушка. Вот они. На этот раз после авторской речи ставится точка, ведь мы переходим к новому предложению, и это предложение мы начнем с заглавной буквы. Итак, если прямая речь разрывается словами
автора и комментарии вставляются в одно предложение, то вторая часть, прямой и авторская речь, пишутся со строчной букв. В кавычки мы заключаем все высказывания. Авторскую речь отделяем тире. После первой части прямой речи и после авторской речи ставим запятые, а в конце высказывания после кавычек точку. Посмотрите, начинаем предложение с заглавной буквы, потом внутрь вставляем реплику автора, потом продолжаем прямую речь. И не забываем, что речь автора пишется только со строчной буквы. Если комментарием разрывается одно предложение, то мы ставим запятую после речи автора, а прямая речь начинается со строчной буквы. «Интересно», – подумал Костя, – «как это работает?» Если комментарий включается между двумя предложениями, то после авторской речи ставится точка, а прямая речь начинается с заглавной буквы. «Интересно», – сказал Костя. «Как это работает?» В конце, после закрывающей кавычки, тоже ставится точка. Любое из предложений прямой речи в таких случаях, конечно, может быть вопросительным или восклицательным. В таком случае после прямой речи ставится вопросительный или восклицательный знак. Авторская речь все равно начинается со строчной буквы, и после нее ставится точка. В конце предложения ставится точка, после кавычек, вопросительный или восклицательный знак перед закрывающей кавычкой. Нужно помнить, что авторская речь в таких предложениях может начинаться только с заглавной буквы. Например, мы хотим вставить слова автора между двумя восклицательными предложениями. Оба этих предложения начинаются с заглавной буквы, а авторская речь со строчной. «Здорово!» – обрадовался Витя. «Мы идем в поход?» Точно такая же схема характерна и для двух вопросительных предложений. «Завтра контрольная?» – спросил Паша. «Разве она не сегодня?» Прямая речь тоже может стоять внутри авторской. Предположим, что Света говорит: «Сейчас я позвоню подруге», а потом достает телефон. Как мы можем передать это? Света сказала: «Сейчас я позвоню подруге», и достала телефон. Попробуем восклицательной интонацией. Света крикнула: «Сейчас я позвоню подруге», и достала телефон. После первой части авторской речи ставится двоеточие, а после второй – тире. Итак, если прямая речь стоит внутри слов автора, прямая речь берется в кавычки. Как в первой известной нам схеме, между авторской речью и прямой речью ставится двоеточие, затем ставится тире, и авторская речь продолжается. При ровной интонации после авторской речи ставится запятая, которая выносится за пределы кавычек. Если после прямой речи ставится вопросительный знак, то он будет находиться внутри кавычек. Антон спросил: «Почему ты смеешься?» и принялся ждать ответа. Точно так же обстоят дела с восклицательным знаком. Вова попросил: «Дай мне ластик», и протянул руку. Еще раз повторим. В отличие от запятой, вопросительные и восклицательные знаки ставятся внутри кавычек. Прямая речь – это такой способ передачи речи, когда речь лица передается от его имени. При прямой речи сохраняется лексика, грамматика, стилистика, интонация высказывания. В предложениях с прямой речью выделяется часть, передающая прямую речь, и комментирующая часть. Прямая речь и речь автора могут начинаться как с прописной, так и со строчной буквы. Необходимо обратить внимание,
на знаки препинания в предложениях с прямой речью. Если прямая речь стоит после авторской речи, то между ними ставится двоеточие. Если прямая речь разрывается авторской, то прямая речь выделяется тире с двух сторон. Если прямая речь стоит внутри авторской, то перед прямой речью ставится двоеточие, а после тире. Можно также сформулировать несколько общих правил. Если сначала идет авторская речь, то после нее ставится двоеточие. А если сначала прямая речь, то после нее ставится тире. Авторская речь внутри предложения всегда пишется со строчной буквы. Запятая и точка всегда ставится вне кавычек, а вопросительные и восклицательные знаки внутри. Домашнее задание. Выписать из любого литературного произведения 7 предложений с прямой речью и схемы. До встречи на уроках русского языка.